Что связывает французского архитектора Поля Гурде с историческим центром города Алматы? Почему Жаркентская мечеть является единственной сохранившейся до наших дней работой китайского зодчего Хон Пике? Где расположена усадьба Валихановых Сырымбет? Забытые имена и малоизвестные факты, новейшая история и современный колорит – все это в программе Grand Buildings. Смотрите сегодня в выпуске. Экскурс в историю международных выставок Экспо. Идеальная архитектурная форма павильона Нур-Алем. Удивительные объекты зоны лучших практик. Астана Contemporary Art Center. Творческая и архитектурная Мекка. Хрустальный дворец в лондонском Гайд-парке, выстроенный под руководством Джозефа Пакстона из чугуна и стекла в 1851 году. 300-метровая башня, названная в честь своего главного конструктора Гюстава Эйфеля, ныне являющаяся самым узнаваемым символом Парижа. Королевский дворец в Мельбурне, ротонда в Вене и даже космическая игла – символ города Сиэтл. Что объединяет эти удивительные архитектурные сооружения? Неповторимый облик, гений их создателей и, конечно же, то, что все они были построены в преддверии международных выставок Экспо. Первая всемирная выставка была проведена в Лондоне по инициативе принца Альберта в 1851 году. С момента возникновения характер выставок можно разделить на 3 периода: индустриальная эпоха, эпоха культурного обмена и эпоха национального брендинга. С 1988 года страны стали использовать выставки как способ улучшить свой национальный имидж. Причем это в равной степени касалось как принимающей стороны, так и стран-участников. Решение о проведении Экспо в Астане было озвучено в рамках 152-й Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок, состоявшейся в ноябре 2013 года в Париже. Столица Казахстана стала первым городом Центральноазиатского региона из стран СНГ, которому выпала подобная честь. Сейчас Экспо — это мировой бренд, точнее, ключевой элемент бренда стран-участниц. На этом мероприятии граждане хотят увидеть разработки всех стран, конкретные примеры для решения проблем, касающихся каждого. К тому же Экспо — это платформа для инноваций. У нас есть соглашение с Международным патентным бюро, и любое инновационное решение, утвержденное в Экспо, защищено как часть Экспо. Awareness and also a solidarity among the citizens. And this is the raison d'être of Expos. Also, Expos are platforms for innovation. We have an agreement with the International Patent Office, and every invention, every new thing submitted in an Expo is protected by the fact of being part of the Expo. Следующие 3 года делегации из Казахстана еще неоднократно посещали собрания Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок. Получали практические советы, отчитывались о проделанной работе и делились впечатлениями с коллегами. Поскольку в масштабах страны проведение Экспо было действительно грандиозным событием. Сейчас нам также очень важно узнать статус подготовки всех остальных стран-участниц Экспо. Ведь у каждой страны свой темп. Кто-то готовится быстро, кто-то медленно. И сейчас наша задача — подтолкнуть всех к завершению работы. Что же касается главного организатора национальной кампании «Астана Экспо-2017», я думаю, они все успеют в срок и сделают все в лучшем виде. Относительно них я полностью спокоен. Строительная площадка для объектов Экспо разместилась на территории в 174 гектара. К работе подключили свыше 1400 казахстанских компаний и порядка 50 тысяч рабочих. Такие внушительные человеческие ресурсы были весьма закономерны, ведь успеть работы нужно было всего за 3 года.
Основная сложность строительства Экспо заключалась в очень коротких сроках. Проект Экспо очень амбициозный проект с точки зрения архитектуры и инженерии. В период зимы строительные работы не завершались ни на секунду. Учитывая очень экстремально холодный климат Астаны, а также ветровые нагрузки, строители должны были очень строго следовать всем строительным нормам и технологиям для того, чтобы здание получилось хорошего качества. На международный архитектурный конкурс на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса «Экспо-2017» поступило более 100 заявок из 20 стран мира. В первую очередь конкурс привлек внимание мастеров, за плечами которых уже был успешный опыт проектирования подобных сооружений. В их числе Стефано Баэри, архитектор Милан Экспо-2015, Нана Эрнандес-Гиташвили, автор проекта «Павильона России», который был удостоен серебряной медали за лучший дизайн в 2008 году, и многие другие. В числе участников конкурса были и знакомые астанинским градостроителям имена и компании. К примеру, план этой асимметричной конструкции предложил Манфреди Николетти, автор киноконцертного зала «Казахстан». Поучаствовали в конкурсе и отечественные архитекторы, представители Союза градостроителей Казахстана, проектной академии «Казгор» и даже Союза дизайнеров Казахстана. Но победителем все-таки стал зарубежный проект. Авторы основной концепции Экспо являются архитекторы из США Адриан Смит и Гордон Гилл. Стоит отметить особый подход архитекторов из США, которые тщательно прорабатывают каждую деталь благоустройства, а также конструкции зданий. Так выглядел первый макет павильонов Экспо, представленный американскими архитекторами. Плавные линии, легкий силуэт и футуристические формы. Эскиз почти полностью совпадает с конечной постройкой, за исключением одной важной детали – павильона Казахстана. Изначально Смит и Гилл планировали выполнить это ключевое сооружение в форме стилизованной юрты с довольно сложно организованным внутренним пространством. Однако в ходе работы от этой идеи пришлось отказаться в пользу сферы, одной из самых сильных архитектурных форм всех времен и народов. И это решение стало чрезвычайно удачным. Я очень много знал об Экспо 2017 еще до визита сюда. И теперь, когда я смог увидеть это воочию, я хочу сказать, что это потрясающе. Я здесь всего 2 дня. В первую очередь, конечно же, посетил сферический павильон, бесспорный символ Экспо и второй по значимости символ самого города после Байтерека. Мне кажется, что именно с посещения залов Нуралема надо начинать свое знакомство с выставкой, потому что именно он задает тон и помогает посетителям понять, что они могут здесь увидеть. В конечном итоге на территории Экспо-городка разместились десятки международных тематических и коммерческих павильонов, конгресс-центр, амфитеатр и арт-зона. Все здания были выполнены в едином стилистическом решении. Они словно перетекали из одного в другое, создавая уникальное для восприятия градостроительное пространство. При этом внутри павильонов были установлены мобильные перегородки, которые при необходимости можно было радикальным образом перестроить под те или иные нужды специализированной выставки. Все-таки это очень тоже технологически сложное сооружение. Она впечатляет. И даже его местоположение, она же тоже на новом месте, которое в дальнейшем должно найти развитие. Такой центр должен был быть. Мы сегодня Астану видим водно-зеленый бульвар, где сконцентрированы Хан Шатыры, Акурда, пирамида, Байтерек и так далее, и так далее. А это как бы еще другой центр, который тоже должен жить. За время проведения выставки в уникальных архитектурных постройках Экспо-2017 побывало около 4 миллионов посетителей. В самом же мероприятии приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Положительный мировой резонанс после проведения выставки был так высок, что газета «Нью-Йорк Таймс» включила Астану в список наиболее интересных городов для посещения, а журнал National Geographic присвоил столице гордое звание города будущего. Просто понравилось посмотреть, в
комплексе, да, то есть на интересные современные вещи, и, в общем-то, как это именно отражается в Астане, да, то есть. Потому что сама Астана удивительный город, и вот это, ну, объединение с Экспо, да, то есть, как бы, ну, мне было просто интересно. На самом деле весь комплекс, он изначально визуально очень прекрасно смотрится, особенно сейчас мы сверху посмотрели, то есть в плане архитектуры просто, ну, цепляет, да, то есть. Безусловным архитектурным символом выставки «Экспо-2017» стал центральный элемент комплекса – павильон «Нур-Алем». Это единственное в мире здание, выполненное в виде сферы законченной формы, диаметром 80 метров и высотой 100 метров. Общая площадь стеклянного покрытия равна 5 футбольным полям. Каждое стекло имеет свои очертания и весит до 800 килограммов. Именно «Нур-Алем» по итогам выставки стал самым популярным павильоном, встретив почти 1,5 миллиона человек. Павильоны Экспо-2017 построены на основе новейших разработок в сфере архитектуры, инженерии. К примеру, павильон «Нур-Алем» имеет интегрированный фасад здания, солнечные панели, а также 2 ветровые турбины. Данные ветровые турбины и солнечные панели вырабатывают определенное количество энергии, которое затрачивается на эксплуатацию данных зданий. Футуристическое сооружение, которое расположилось в самом центре выставки на территории в 5000 квадратных метров, на самом деле производит ошеломляющее впечатление. Причем в равной степени впечатляет как его масштаб, так и мастерство его создателей. Если бы мы бы просто выстроили какие-то вот, скажем, колонны, там что-то такое, да, вот какую-то коробку построили, перекрыли, это было бы значительно легче. А поскольку шар, это там уже криволинейные конструкции, само по себе даже вот покрытие, потом вот стеклом и так далее, это рождает, конечно, большие сложности. Но важно, что там есть все-таки вот такое вот ядро жесткости, там вот лифты как раз находятся, все, и эта задача была решена. Сегодня в сфере разместился музей будущего. В перспективе он должен стать своего рода инновационным хабом и важным исследовательским и культурным центром. Гармоничное сочетание цифровых, интерактивных и мультимедийных технологий позволяет расширить возможности восприятия экспозиционного пространства, что дает неограниченный простор для творчества. 8 этажей, каждый этаж обозначает определенный ресурс энергии. Также в павильоне «Нур-Алем» есть павильон Казахстана и макет будущего Астаны. Процесс образования энергии при помощи воды и ветра, альтернативные возможности использования космического пространства, интерактивная биолаборатория и даже модель казахстанского материаловедческого термоядерного реактора. Все это можно увидеть, прогулявшись по этажам сферы «Нур-Алем», ставшей одновременно как музеем энергии будущего, так и панорамой концептуально нового развития человечества. Несмотря на общую научную направленность павильона, в сфере «Нур-Алем» нашлось место и для искусства. Сейчас мы находимся в павильоне энергии ветра. Перед вами представлена экспозиция, которая называется «Воздушный фонтан». Она была разработана американским художником Дэниелом Вурцелем. Она олицетворяет любовь между мужчиной и женщиной. На первом этаже, пронизанном духом казахстанской ментальности, расположена еще одна интересная художественная задумка, а именно интерактивная стена гостеприимства. Также павильон «Нур-Алем» не забывает о наших традициях, о наших народных достояниях. Потому что на данный момент это является одной из больших проблем, так как молодежь забывает традиции. Но с помощью этих аудиостендов мы можем без проблем не только запомнить, но и выучить наши традиции. За один день обойти 8 этажей сферы «Нур-Алем» и увидеть все его великолепие – задача практически невыполнимая. Но даже короткая экскурсия по этому гениальному сооружению производит на посетителей неизгладимые впечатления. Очень много слышала об этой выставке, видела по телевизору открытие и очень обрадовалась, когда прочитала, что Экспо опять открыли, и мы можем посетить. Очень впечатляет, конечно. Вот мы только сейчас зашли, уже находясь на территории Экспо,
получила очень положительные, большие впечатления. Я очень рада, что у нас именно в Казахстане есть такая выставка, как Экспо. Действительно, повторное открытие ключевых выставочных павильонов Экспо стало одним из самых ожидаемых событий осени. Как известно, дело этим не ограничится. В ближайшем будущем планируется разместить в образовавшихся свободных пространствах новые организации. Мы планируем в соответствии с указом президента разместить здесь Международный финансовый центр Астаны. Этот финансовый центр будет расположен в международных павильонах. Также будет у нас расположен образовательный центр. Образовательный центр также в международных павильонах будет располагаться. Кроме этого, также функционирует арт-центр, конгресс-центр, холл энергии, где обычно у нас проходят концертные, культурно-развлекательные мероприятия, деловая программа, это форумы, конференции, семинары различные. В этом здании находится зона лучших практик – символический центр Экспо-2017, в котором представлены самые передовые технологии, проекты и стратегии в различных областях устойчивой энергетики. Фасад здания довольно необычен. Он представляет собой каскадные выступы, незначительно нависающие друг над другом. Когда находишься внутри помещения, эту особенность практически не видно, зато в глаза бросается атриумный тип сооружения. Несмотря на то, что в здании несколько этажей, часть внутреннего пространства в высоту объединена в одно целое, что добавляет помещению легкости. Хотя, конечно, находясь здесь, акцент необходимо делать не на инженерных изысках, а на внутреннем наполнении. В павильоне размещены удивительные энергосберегающие технологии, в том числе строительного характера. Здесь у нас хранилище льда, который, получается, резервуар, который находится под домом, закоплен 3-4 метра глубины. Там находится вода, в которой накапливается тепло с помощью солнечного абсорбера. В последующем, после начала отопительного сезона, мы начинаем извлекать тепло, находящее в хранилище, с помощью теплового насоса и подавать это тепло в дом. Система работает по принципу холодильника. То есть, когда мы кладем теплый продукт в холодильник, холодильник забирает тепло продукта и начинает постепенно замораживать его. То же самое происходит с водой, находящей тут. Когда мы начинаем забирать тепло, оно начинает охлаждаться, и уже к концу отопительного сезона оно полностью превращается в лед. И в последующем, уже летом, этот лед можно будет использовать для охлаждения дома. Окончательное решение относительно того, что же конкретно должно войти в зону лучших практик, принимал Международный комитет во главе с президентом Назарбаев университета Шигео Кацу. В рамках глобального питча из более чем сотни заявок были отобраны 24 проекта из 13 стран, представляющие наибольший интерес для мирового сообщества. Это венгерский стартап, который представляет нам такие дорожные покрытия. То есть эти дорожные покрытия имеют встроенные солнечные панели, по которым можно ходить, и они будут вырабатывать энергию, солнечную энергию. Они собираются устанавливать у нас в Астане перед Хан Шатыром. Павильон Астана Contemporary Art Center – это еще одно важное строение Экспо-2017. Как на протяжении всей выставки, так и после ее окончания здесь посетителей в образовательной форме знакомят с различными направлениями в области современного искусства. Для создания серии инсталляций и мероприятий в павильоне были привлечены объединения национальных музеев Франции и Большого дворца и Музей современного искусства «Гараж». Примечательно, что именно архитектура является главной темой, господствующей в арт-центре. Наш арт-центр состоит из 2 этажей. На первом этаже у нас располагается выставка, которая была воплощена совместно с Музеем современного искусства «Гараж» Москва. Называется она «Архитектура советского модернизма. Город Алмата». Как вы сами знаете, Алмата – это уникальный город по своей архитектуре, так как после того, как в 1991 году развалился Советский Союз, многие республики они начали избавляться от своего советского прошлого, то есть реконструировать или же вообще сносить постройки прошлого столетия. Но Алмате на этот счет повезло. Авторство выставочных полотен принадлежит архитектурному фотографу из России Юрию Пальмину.
Еще весной он посетил Алматы, прошелся по главным улицам и запечатлел выдающиеся модернистские постройки мегаполиса. Его работы увидели свет в рамках международной конференции по архитектуре Казахстана, которая прошла в рамках Экспо в июле в этом самом помещении. По ее окончанию работы выставили на всеобщее обозрение. И теперь каждый посетитель арт-центра может проникнуться не только его футуристическим обликом, но и получше узнать историю алматинской архитектуры. Первая фотография, которая открывает нашу выставку, это фотография гостиницы «Казахстан». Наверняка вы знаете, что это первый небоскреб, который был построен во всем Советском Союзе в технике железобетонного монолита. То есть, когда сначала устанавливается металлическая конструкция, потом заливается все это бетоном. До того, как вообще в 1978 году, в 70-х годах стали использовать в Советском Союзе наши архитекторы и инженеры, такая техника использовалась только в Японии, потому что, как вы знаете, и в Японии, и в Алмате очень часто случаются землетрясения. И с каждым годом, к сожалению, все чаще. Так вот, построенное в 1978 году здание стоит до сих пор без единой трещины. Венчает это здание корона из алюминия, которая придает зданию величественный вид, потому что здание было, как вы знаете, символом не только Алматы советской, но и всего Казахстана. В плане организации внутреннего пространства арт-центр представляет собой очень свободное помещение с высокими потолками и довольно условным зонированием. Стены, отделяющие один зал от другого, не превышают 3 метров, что позволяет создавать независимые зоны, но при этом не ограничивает посетителей в передвижении. Особняком держится только лекторий, оформленный в глухих темных тонах. Кстати, это единственное темное помещение в арт-центре. Все остальные наполнены светом и выдержаны в постельных тонах. Яркие акценты в интерьере создает мебель и книги, которые тоже имеют самое прямое отношение к архитектуре. Вся литература была подарена нам Музеем современного искусства «Гараж». Здесь целый стеллаж собран. Это то, что было опубликовано самим музеем. И также есть издания, которые, к сожалению, очень редко мы можем встретить в Казахстане. Поэтому я считаю, что все те, кто заинтересован так или иначе в архитектуре, в ее истории, в ее будущем, в искусстве, также в прошлом и в будущем, искусство могут прийти и просто почитать книги, посмотреть то, что собрано было авторами. Высокий уровень строительства объектов выставки «Экспо», как и ее успешное проведение, на должном уровне оценило мировое сообщество. Генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лассерталис направил благодарность на имя председателя правления национальной компании «Астана Экспо-2017» Ахмеджана Исимова, поздравив его с реализацией самой успешной специализированной выставки в истории. Для нас очень важно и то, что будет после проведения Экспо. Успех Экспо — это не только 3-6-месячный выставочный период. Это успех, при котором окупится вложение денежных средств. Скажется влияние Экспо на развитие отрасли экономики. Да, это потребует времени. Возможно, придется ждать десятилетия. Мы здесь, в Астане, в городе трансформации и создания. И Экспо — это всего лишь часть этого города, который планирует предоставить модель развития будущего города. Экспо не изолирована. Это часть 25-летнего движения для создания динамики и инноваций. Астана представляет огромный архитектурный интерес. Футуристический город с массивными стеклянными зданиями необычной формы, которые одновременно и пугают своими размерами, и восхищают неординарностью. Мгновение будущего в настоящем. Это лишь некоторые эпитеты, которыми пользователи социальных сетей наградили постройки Экспо.
Насколько они справедливы, каждый решает для себя сам. Но то, что проведение специализированной выставки в Астане дало небывалый толчок развитию технологий и архитектуры и привлекло внимание мирового сообщества к Казахстану, неоспоримый факт.